когда Джохар говорил, и вот эти слова отражены в этом мемориальной доске, что когда зайдет солнце свободы в Украине, что Россия исчезнет как империя. И мы должны сделать, чтобы Россия по окончанию этой войны перестала существовать как империя. В украинском Кременчуге появился памятник, который объединил два народа одной памятью и одной борьбой. Мемориал Джохару Дудаеву, первому президенту Ичкерии, генералу, который стал символом свободы для чеченцев, украинцев и всех, кто не хочет жить на колене. На открытии собрались бойцы Министерства обороны, Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия и добровольческого батальона имени шейха Мансура, те, кто продолжает его дело сегодня, сражаясь против России на украинской земле. В любом положении, где правда на нашей стороне, можете на нас рассчитывать и нашу поддержку. Его путь был необычным. Он родился в семье депортированных чеченцев, окончил Тамбовское военно-авиационное училище летчиков, служил на украинском военном аэродроме в Полтаве, где базировалась тяжелая бомбардировочная дивизия, которой он позже командовал. Именно Украина стала одной из первых земель, где молодой чеченец познал силу неба и свою ответственность за людей. Тогда он еще носил форму Советского Союза, но позже именно он стал первым генералом, кто отказался подчиняться Москве. Дудаев был действительно человек века, можно сказать. Он был очень грамотный, умный и дальновидный человек. То, что говорил Дудаев более 30 лет тому назад, это все сбывается. Он даже говорил, Украина, Россия еще хлестнется. Так она получилась, но почему-то ему никто не верили. Если в то время ему поверили бы, послушались бы, мне кажется, что война не дошла бы сюда. Когда Джохар Дудаев вернулся в Ичкерию, он вернулся не как военный СССР, а как лидер своего народа. Он видел, как рушится империя, и знал, чеченский народ должен быть свободным, иначе он исчезнет. Это пример свободы, независимости, достоинства и борьбы за свой народ, за который каждый человек должен бороться и гордиться, что у него есть такая земля, Украина, Ичкерия. Мы обречены быть всегда вместе, и мы будем до победного конца и всегда будем вместе, потому что мы два великих народа, которые борются против российской агрессии. Сегодня его дело продолжает новые поколения чеченцев. Во время этой поездки в Кременчуг правительство Ичкерии вместе с бойцами посетило музей войны, место, где собрана правда о российско-украинской войне. Правда, которую Россия так боится. Но один экспонат там особенно поразил чеченских воинов. Молитва, оставленная кадыровцами, предателями, которые забыли, что свобода дороже жизни. Мы обнаружили вот такую форму одежды, которая написан тут один из стих священного Корана нашего. И этот надпись для всех сейчас, думаю, не особо нам надо комментировать. Всем понятно, чей это флаг и кому она принадлежала. И хотим сказать, нам глубоко в душе, конечно, больно видеть такие вещи из нашей национальности, чтобы они как одежда врага, чтобы они висели на таких, скажем, святых местах. Хотели бы, чтобы они не висели здесь, и хотели бы мы, в общем, чтобы наши соотечественники не служили Российской Федерации. Но те, которые там по доброй воле, по собственному выбору идут за ними служить, ждет вот такие уже конечные остановки вот у него. И ему абсолютно не поможет вот эта надпись. Надпись должен быть в душе, в сердце и следовать то, что здесь написано. А то, что она будет храниться, как у этого человека хранилась где-то в кармане, она не спасает, и к этому факту мы являемся свидетелями. Чеченцы знают цену предательству, но они еще лучше знают цену верности своим героям. Ведь именно такие, как Джохар Дудаев, показали всему миру: чеченский народ невозможно сломить, если он помнит, кто он есть. Для нас очень впечатляющее и эмоционально имеет серьезное воздействие то, что мы посетили ваш музей и увидели там символы чеченского государства. Мы увидели там, что история Чечни вами тоже и забыта. И, конечно, для нас очень важно было передать вам вот этот флаг, наш государственный флаг. Он расписан нашими бойцами, которые находятся непосредственно
в Украине вместе с украинскими воинами на передовой. Мы победим в этой войне. Правда за нами, право за нами. И поэтому Всевышний за нами. И мы победим, иншаллах. После музея войны чеченская делегация посетила еще одно место – музей авиации в Кременчуге. И именно здесь особенно чувствуется, что Джохар Дудаев – это часть и украинской истории тоже. Он учился, служил и командовал авиацией на украинской земле, а когда стал президентом Ичкерии, одним из первых признал независимость Украины и поддержал ее свободу. Для меня очень важно, чтобы украинцы помня Джохара Дудаева и его историю, и его жизнь, украинцы будут готовы к тому, что им надо во что бы то ни стало победить в этой войне. Потому что эта война начата не на какой-то период, не на жизнь, а, как говорится, на смерть. Россия называет его террористом, но правда в том, что для Москвы террористами будут всегда те, кто борется за свободу. Методы, которые русские используют на земле, в быту, они остались абсолютно. Идеология осталась, пропаганда осталась та же самая. Если нас называли исламскими террористами, то украинцев называют нацистами. Первыми из тех, кто вышли с поддержкой, от самого начала здесь находились чеченцы. Для чеченцев и украинцев Джохар Дудаев – это герой. Герой, который доказал, что свобода – это не мечта, это выбор. И этот выбор сегодня делают и чеченцы, и украинцы. Вместе, против одного врага. Наше будущее и наша свобода и независимость напрямую зависит от исхода войны здесь, в Украине. Вот это понимание есть у нас и есть у наших бойцов, поэтому они, не щадя своих жизней, сегодня находятся на передовой и отстаивают право украинского народа на жизнь, на будущее. Мемориал Джохару Дудаеву в Кременчуге – это не просто память о великом чеченском лидере. Это живое напоминание каждому из нас, что свобода не подарок и не случайность, а выбор, за который нужно бороться до конца. Право за вами и правда за вами. И значит, Всевышний за вами и за тем, чтобы оберечь ваш народ и нас всех, кто сегодня борется с этим монстром. Сегодня чеченские и украинские народы идут этой дорогой вместе, потому что их связывает не только общая кровь, пролитая в боях с одним врагом, но и общая сила духа, которая никогда не позволит им стать рабами. Так завещал Джохар Дудаев, и так будет всегда.